вечер, дорогие горожане. Намечено проведение публичных слушаний по актуализированной схеме теплоснабжения муниципального образования город Канаш на период 2013-2028 годов по состоянию на 2023 год. Документ представляет важность для каждого горожанина. У нас практически весь город из более чем 360 многоквартирных домов на централизованном теплоснабжении находится более 300 домов. И состояние отопления и горячего водоснабжения, которые эти коммунальные услуги оказываются теплоснабжающие организации, муниципальные предприятия, управляющая компания жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования город Канаш Чувашской Республики, конечно, касается непосредственно жизненных интересов каждого из нас, касается комфорта проживания в наших квартирах. Замечания существенные есть и не очень существенные. Начну со своих замечаний, которые легко и бесспорно можно устранить в самом документе схему теплоснабжения города. Надо бы название муниципального образования город Канаш во всем тексте этого документа, проекта, назвать в соответствии с уставом города Канаш действующей редакции. Не муниципальное образование города Канаш, а муниципальное образование город Канаш. Такую же небольшую редакционную правку следовало бы внести и в название нашей республики. Наша республика в соответствии с ее конституцией и с Конституцией Российской Федерации официальное название имеет Чувашская Республика, Республика-Чувашия. Конечно, это мелочи, но такие мелочи, которые начинаются с титульных листов проекта, они говорят о некоторой поверхности проектантов подготовки этого документа. Термин «индивидуальное отопление» следовало бы заменить термином «индивидуальное теплоснабжение». Обосновать техническую возможность и экономическую целесообразность осуществления перевода многоэтажных жилых домов с централизованным теплоснабжением, отоплением, горячим водоснабжением, вентиляцией, с централизованного на индивидуальное отопление и горячего водоснабжения с переустройством с этой целью всех жилых и нежилых помещений в МКД в целях установки в них индивидуальных газовых котлов, электрокотлов, реконструкции МКД путем устройства дымоходов и систем теплоснабжения и вентиляции помещений, мест общего пользования, подвальных помещений и технических этажей. Эти особенности перевода всего многоквартирного дома на индивидуальное отопление в проекте актуализированной схемы теплоснабжения не отражены. Следовало бы включить в актуализацию схемы теплоснабжения
Критический анализ деятельности МП УК ЖКХ по реализации требований Федерального закона о теплоснабжении от 27 октября 2010 года номер 190 ФЗ, в частности, главы 4 этого закона и статьи 13 Федерального закона об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации от 23 ноября 2009 года номер 261 ФЗ. По чьей вине количество котельных в МКД и МКД, оборудованных прибором учета тепловой энергии и горячей воды, не увеличивается, а неуклонно уменьшается из года в год. Приведу примеры. В действующей схеме теплоснабжения города значится, что из 29 котельных, подающих тепловую энергию и горячую воду в многоквартирные дома города, счетчиками тепловой энергии и горячей воды в 2020 году было оборудовано 11 котельных, а по состоянию на 2023 год оказывается, что количество счетчиков даже в котельных МП УК ЖКХ не увеличилось, а уменьшилось с 11 до 9 счетчиков. Это, конечно, не лезет ни в какие рамки законов Российской Федерации. Надо добавить, что не увеличилось ни на один дом и количество многоквартирных домов, оборудованных общедомовыми приборами учета тепловой энергии. Следовало бы провести корректировку текстов тома 1 и тома 2 проекта, исходя из норм современного русского языка. Не допускать ошибок в склонении существительных и их определений. Использование терминов с существительными в единственном числе вместо множественного числа и во множественном числе вместо единственного. Допущенные в проекте элементарные ошибки дают основание, как я уже говорил, в лучшем случае сомневаться в языковой грамотности проектировщика, а в худшем констатировать откровенное игнорирование проектантом норм и правил русского государственного языка России и Чувашии. Могу привести примеры. Том 1, страница 10, страницы 10-11. Значится: существующее положение. Какая организация из указанных двух МП в кавычках УК в кавычках ЖКХ или МП в кавычках УК ЖКХ является теплоснабжающей организацией в понятии, определенным пунктом 11 статьи 2 Федерального закона о теплоснабжении от 27 июля 2010 года. Какая из этих названных двух теплосетевой организации в понятии, определенном пунктом 16 этой же статьи? Если это сокращенное наименование одной и той же организации малого предприятия МП, муниципального предприятия МП, то какое полное наименование МП в кавычках
указано в его уставе и в Едином государственном реестре юридических лиц. Страница 12. Что означает понятие «производственная котельная города»? Если таковой является котельная номер 1, блочно-модульная ООО «Канмаш ДСО» по адресу город Канаш, улица Красноармейская, дом 72, то какая организация является теплоснабжающей организацией для собственников и пользователей помещений в многоквартирном жилом доме по адресу город Канаш, улица Красноармейская, дом 72. На страницах 16 и 19 видим таблицу 1.2.1. Основные показатели, характеризующие работу котельных. Название скопировано из проекта. Надо сказать, что здесь показатели в этих таблицах, в самом проекте актуализации схемы теплоснабжения повторяется положение из действующей схемы теплоснабжения о том, что котельная ПМС-205, она будет ликвидирована еще в 2022. В актуализированной схеме значится дата ликвидации этой котельной – 2023 год. С переводом всех многоквартирных домов на территории элеватор на индивидуальное отопление. Знаем, что на территории элеватор еще перевод многоквартирных домов на индивидуальное отопление только начат, не завершен, а в проекте актуализированной схемы вместо ликвидации котельной ПМС-205 даются планируемые показатели экономические, технические работы этой котельной вплоть до 2028 года. Возникает вопрос, так будет эта котельная ликвидирована как котельная, подающая тепловую энергию, центральную схему центрального теплоснабжения города, или же она будет продолжать работу как часть, структурное звено схемы теплоснабжения города Канаш. Вот такие. Конечно, можно приводить много других замечаний, но надеюсь, что хотя бы вот эти мои замечания, некоторые, они подвигнут по меньшей мере наиболее активную часть потребителей коммунальных услуг по отоплению и горячему водоснабжению на принятие участия в публичных слушаниях. Я надеюсь, что на публичных слушаниях, кроме тех вопросов, которые я сейчас озвучил, много своих предложений и замечаний подадут и другие горожане. И тогда у нас будет, мы не просто будем иметь право не просто предъявлять претензии к кому-либо по качеству отопления и горячего водоснабжения, но и будем иметь обоснованные право вот эти претензии, жалобы высказывать. Надеюсь на активность своих земляков.